2018 год является юбилейным для многих учреждений и организаций Республики Ингушетия. Создание ключевых структур и ведомств пришлось на первое время после обретения государственности. Особенно результативным стал 1993 год. В том же году постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 июля был образован Арбитражный суд Ингушетии. Первым председателем стал Ахмет Котиков. Судьями были назначены Борис Цицкиев, Роза Гелисханова, Тамара Героева и Мухарбек Кадзоев. Самим временем было продиктовано о необходимости создания арбитражных судов. Дело в том, что до 90-х годов, до этого периода у нас не были арбитражные суды. Если раньше все было государственно, то с переходом на рыночные отношения и возникла необходимость создания арбитражных судов. Арбитражные суды, в частности, рассматривают дела, связанные с экономической и предпринимательской деятельностью. То есть все, что связано с экономикой, граждане, юридические лица обращаются в арбитражные суды. Открытие арбитражного суда, становление арбитражного суда в системе власти республики в целом для народа – это большое событие. Людям была предоставлена возможность решать спорные вопросы цивилизованным путем, то есть в рамках закона. Не секрет, что везде, не только в Республике Ингушетия, там, где люди живут, идет производство, возникают споры, возникают разногласия, противоречия, подчас острые, особенно с учетом нашего менталитета. Я думаю, в нашей республике оно, наверное, значительно острее споры проходят, чем где-то в другом регионе Российской Федерации. Формирование арбитражного суда проходило непросто, но основные сложности, что вполне понятно, пришлись на период становления. Здесь еще работают те, кто стоял у истоков, решал организационные вопросы и наглядно видел, а значит может анализировать, как складывалась система. Я помню, в 1993 году, да, мне довелось первым, так сказать, в числе других открыть двери первого арбитражного суда Республики Ингушетия. Если вот так оглянуться назад, лет на 20-25, сегодня, конечно, большая разница. Вначале после открытия, когда начали рассматривать дела, когда люди приходили в надежде найти защиту в арбитражном суде, конечно, не все до конца понимали, я имею в виду стороны. Исходя из того, что все это было новое, конечно, и суду было нелегко работать. Нужно было не только разрешить спор, суду было тяжело убедить проигравшую сторону, что он действительно не прав. Тот, кто выиграл, он знает, ему без разницы, он аргументировал, он не аргументировал, он выиграл. С учетом нашего менталитета, убедить ту сторону, которая проиграла, что она была не права, конечно, суду было очень тяжело, порой возникали конфликтные ситуации. Сегодня арбитражный суд республики работает слаженно как единый механизм. Каждый из сотрудников четко представляет свои обязанности. К новичкам здесь относятся с большим пониманием, зная, что профессионализм приобретается в процессе работы. Мы состоялись как суд. У нас с каждым годом идет увеличение заявлений, исковых заявлений. Коллектив сложился, молодой коллектив, и судьи и специалисты у нас достаточно высокого уровня. Любая система, в том числе и арбитражный суд, он не стоит на месте. Если
сравнивать с периодом становления нашего арбитража в предыдущие годы, степень подхода к рассмотрению споров, он был намного ниже. В настоящее время коллектив, который сегодня трудится в арбитражном суде, как судейский корпус, так и аппарат, имеется в виду помощники судей, секретари судебных заседаний, в своем большинстве имеют высокий профессионализм, четко руководствуются законом, духом закона. Поэтому те решения, те судебные акты, которые принимаются сегодня арбитражным судом, они в большинстве своем обжалуются в вышестоящих инстанциях. И процент сегодня тех судебных актов, которые обжалуются, они в большинстве своем остаются в силе. Со временем изменилось и отношение к судебной системе со стороны населения. Обращаются в арбитражный суд с большим доверием, нежели раньше. Да и представление о своих правах сегодня намного лучше. Дело в том, что если в начале споры, они как бы были незначительные, с развитием экономики, конечно, споры, они увеличиваются. Может быть, раньше люди, граждане, в силу незнания, может быть, и реже обращались. Сегодня уже стали обращаться чаще за защитой своих прав, нарушенных прав. Стороны подготовлены, юридически подготовлены, умеют защищать свои интересы, аргументировать, защищать свои интересы, пользоваться законом и доказывать суду, что свою правоту вот в данном споре. Большинство споров, которые рассматриваются вторым судебным составом, они связаны с административных правоотношений. Те иски, те заявления, жалобы, которые поступают во второй судебный состав, они связаны с оспариванием решения административных органов о привлечении к административной ответственности, о признании действий, бездействия незаконными государственных органов, органов местного самоуправления, службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Ингушетия и другие споры, которые суд рассматривает в соответствии с требованиями федерального закона. Работа в арбитражном суде поставлена наиболее удобным для обращающихся образом. Все обращения внимательно рассматриваются и изучаются. Ответ также дается в максимально короткий срок. Вся входящая корреспонденция арбитражного суда поступает через канцелярию нашу. Наша экспедиция, специалист экспедиции принимает документы, передает их в отдел регистрации, то есть называется у нас, у нас в одном лице все, и отдел регистрации, экспедиция, и отдел дела производства, у нас все в одном лице идет. После того, как мы зарегистрируем, после наложения резолюции председателем суда, они передаются в судебные составы по специализации для рассмотрения по существу. Если так по процедурно решается вопрос о принятии искового заявления к производству, назначается судебное заседание, то уже судьей назначается непосредственно в соответствии со своим графиком, то есть дальше уже стороны и изучаются материалы дела и разрешается таким образом с участием заинтересованных лиц, привлекаются третьи лица, если это необходимо, или по ходатайству истца или ответчика. Сканируются все материалы дела, закидываются в систему, чтобы стороны не ходили и не беспокоили, из-за ознакомления дела. В последующем дело подшивается, делается опись, все нумеруется и направляется сторонам.
судебный акт о принятии. Определение о принятии направляется сторонам по делу, участникам о дате и месте проведения судебного заседания. В день судебного заседания проверяется явка всех участвующих лиц. Сначала проверяется уведомление о получении ими определения о принятии. Потом подготавливается зал судебного заседания, проверяется явка, проверяется доверенность на представителей участвующих в деле лиц. Когда начинается процесс, уже докладывается судье, какие стороны пришли. Подготовка к заседанию – довольно сложный процесс. Нужно не только собрать и проверить все необходимые документы, но и провести разъяснительную беседу со сторонами, обсудить те или иные тонкости. Конечно, судьи, чей график предельно загружен, не могут проделывать весь объем работы в одиночку, поэтому у каждого из них есть помощники. Нужно сказать, что профессиональный уровень помощников не сильно уступает уровню судей, поскольку в этой работе не бывает мелочей. Что входит в мои должностные обязанности? Я изучаю исковые заявления, которые подписаны заместителем председателя суда, готовлю предложения по их приему либо оставлению их без движения, готовлю проекты соответствующих судебных актов, участвую в подготовке дела к судебному разбирательству. Могу проводить судебное заседание с участником арбитражного процесса. Стороны приглашаются в арбитражный суд с судебным составом. Им разъясняется, какие документы необходимо предоставить в предварительном судебном заседании, какие недостатки, чтобы устранить их, чтобы сам спор не затягивался. Какого-либо установленного графика в режиме работы суда нет. Все определяется в зависимости от необходимости, от течения того или иного процесса. Каких-либо установленных режимов рассмотрения дел нет, все в рабочем режиме. Все в рабочем режиме. С понедельника по пятницу мы принимаем и заявления, рассматриваем, назначаем. В последнее время хотелось бы отметить, у нас также рассматриваются дела, связанные с несостоятельностью граждан и юридических лиц, то есть банкротство. Недавно, в 2015 году, был принят закон о несостоятельности банкротстве физических лиц, которые мы также здесь рассматриваем. Это когда лицо не может в течение 3 месяцев исполнять свои обязательства перед кредиторами. Возможно, открытость арбитражного суда отчасти объясняется характером решаемых споров. Так или иначе, но работа этой системы отличается доступностью и прозрачностью всего процесса, вплоть до мельчайших деталей. Я считаю, что арбитражная система, система арбитражных судов, она более совершенна. В отличие от других судов, я сказал бы, может быть, со мной не согласятся, особенно те, которые работают в другой системе. Да. Она, я бы сказал, более демократичнее, более доступная. Да. Все судебные акты размещаются на нашем сайте. Любое лицо, заинтересованное лицо может через интернет найти и посмотреть судебный акт, дело посмотреть. Все у нас прозрачно. Процесс работы арбитражного суда максимально автоматизирован. На официальном сайте представлена исчерпывающая информация. Посредством сайта можно узнать очень многое, что значительно облегчает работу сотрудников, избавляя от необходимости всякого рода разъяснений. Сейчас намного легче. Легче, потому что все автоматизировано. Раньше все велось в ручном режиме. У нас все журналы, карточки. Сложно было работать. Теперь уже все автоматизировано. Регистрация идет в электронном виде. Подача документов можно подавать в электронном виде. Вот люди, которые даже не выезжая за пределы своей республики из других регионов, могут подавать документы
и у себя, например, создать личный кабинет и направлять документы через мой арбитр, сервис онлайн «Мой арбитр». В статье Арбитражно-процессуального кодекса, это часть 7 статьи 4 Арбитражно-процессуального кодекса, установлено, что документы в арбитражный суд подаются как и на бумажный носитель, так же и в электронном виде. Каждый судебный акт, он у нас находится в электронном виде. Его можно также забить в поисковик «Мой арбитр», пройти по ссылке в картотеку дел, и нужный номер дела можно выбрать в картотеке дел и проследить, что с этим делом. В точности до минуты можно проследить, когда судья выгрузил это дело. Это делается для того, чтобы сторона имела возможность всесторонне ознакомиться с делом, и в том числе с материалами дела. Также нами, имеется в виду специалистами суда, сканируются материалы дела. То есть можно, сидя дома у себя за компьютером, посмотреть движение дела, посмотреть материалы дела. И это, наверное, одна из, если спросить у многих юристов, одна из изюминок судопроизводства в арбитражном суде. То есть очень легко и просто можно, не нужно заморачиваться с какими-то заявлениями дополнительными. Можно, сидя у себя дома или за рабочим столом, пожалуйста, можно пройти все стадии регистрации и ознакомиться с материалами по делу. У нас у каждого работника суда имеется свой электронный адрес, по которому может принимать и отправлять почтовые электронные сообщения. Потом действует единая система электронной почты. Она предназначена для приема и отправки электронных сообщений между арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Мы можем общаться и между пользователями в суде, а также и с внешними пользователями. Постановка работы арбитражного суда такова, что здесь исключены какие-либо нарушения как со стороны обращающихся, так и судей. Ведется запись заседаний, поэтому вмешательство в текст протокола невозможно. Вообще в арбитражном суде у нас проходит, соответственно, судебное заседание, и протокола судебного заседания, они, кроме бумажного носителя, оформляются на бумажный носитель. Также у нас ведется и аудиозапись. То есть это же аудиозапись, которая, именно аудиозапись судебного заседания, она также есть в картотеке дел, можно опять-таки зарегистрироваться, зайти по нужному номеру дела и прослушать аудиозапись судебного заседания. Также можно, если не получается ее прослушать, обращаетесь с ходатайством в суд, и суд вам представляет аудиозапись судебного заседания. То есть в протокол ни секретарь, ни помощник от себя ничего не напишет, потому что каждый бумажный протокол он подкреплен диском с аудиозаписью судебного заседания. В силу характера работы возможности арбитражного суда расширяются с каждым годом. Сегодня многие вопросы можно решать дистанционно. Вот, например, экономические споры, они же с юрлицами и с фирмами, они могут и обращаться из других регионов. Любое лицо может обратиться с ходатайством о проведении судебного заседания с использованием систем видеоконференц-связи. То есть такая возможность у нас тоже имеется. Здесь находится наш архив в заливном помещении. Находятся здесь судебные арбитражные дела постоянного срока хранения, временного срока хранения. Дела у нас здесь даны с 1993 по 2017 год включительно. В архив арбитражного суда сданы около 25 тысяч судебных дел. Желающих попасть на работу в арбитражный суд очень много, поэтому здесь довольно жесткий отбор. Конкурсная основа, а затем стажировка, в ходе которой обращается внимание не только на способности, но и человеческие качества. Надо обращать внимание, мне кажется, на личное качество. Даже беседуя с человеком, уже можно сделать какой-то вывод. Сдержанный он, обладает ли навыками какими-то. Как себя человек ведет. Можно какие-то выводы сделать. У нас приемная служба проводится на конкурсной основе. Если у нас есть вакантная должность, проводится конкурс, объявление даем в газету. Естественно, отбираем из лучших кандидатур, которые соответствуют своим по личным и деловым качествам.
На что практически сразу обращаешь внимание, переступив порог арбитражного суда, так это очень доброжелательная психологическая обстановка. На этой работе остаются надолго, во многом благодаря теплым отношениям в коллективе. На 3-м курсе, когда у нас начинается первая практика ознакомительная, через университет я попал сюда на практику, и вот понравилась вот именно система арбитражная, и коллектив очень здесь мне понравился. И в последующем еще у нас там на 4-м и на 5-м курсе тоже 2 практики, вот все эти практики я здесь проходил. Ну, я хотел устроиться здесь, и поэтому на все эти практики я сюда, попросил в университет, и сюда меня направляли каждый раз. А потом, когда университет закончил, обратился в службу занятости, и они вот через ассоциацию юристов направили сюда на стажировку. Вот место освободилось, и сразу же взяли на это место. Я свою работу люблю, и с перспективой работала. Надеюсь, что будет какая-то перспектива. Всегда у меня наглядным примером был мой отец. Работа непростая, но в то же время очень интересная, затягивающая, повышает профессиональный уровень твой. Ты сам каждый день читаешь, потому что законодательство почти каждый раз обновляется, приходится читать, ты повышаешь свой профессиональный уровень. В течение 3 лет там у нас проходит обучение, повышение квалификации. Наши сотрудники не только из числа аппарата, но и судей. Проходит соответствующую переподготовку в соответствующих учреждениях, определенных вышестоящими, в частности, судебным департаментом. Практика у нас складывается, проводятся круглые столы. Помимо того, что мы здесь, мы выезжаем, например, в частности, в окружной суд, Северокавказский окружной суд. Там у нас также мы принимаем участие в круглых столах, и НКС, это НКС, научно-консультативный совет, то есть где подводятся итоги, где решаются проблемные вопросы. Здесь все направлено на совершенствование деятельности и максимальное информирование населения. С этой целью в Арбитражном суде республики уделяют особое внимание работе со средствами массовой информации. В частности, сотрудники нередко участвуют в программах национального телевидения. К своему 25-летию Арбитражный суд Ингушетии успешно сформировался, работает как часы и не собирается останавливаться на достигнутом.